Новый день, наконец, после стольких месяцев самоизоляции мы снова возвращаемся на экраны. Вы себе не представляете даже, насколько мне приятно сегодня стоять на своем любимом рабочем месте, встречать своих дорогих многочисленных коллег, которые этим утром поднялись для того, чтобы создать вам хорошее настроение. Сразу хочу напомнить вам о нашем рабочем WhatsApp номере 8 914 279 2262. Пишите нам, как вы проводите время после самоизоляции, насколько она пошла вам на пользу или напротив. Может быть, вы чему-то научились. Делитесь всем этим с нами. Также вы, конечно же, можете писать свои пожелания и поздравления со знаменательными датами. Не забывайте также отмечать нас в Инстаграме под хэштегами «Лето с НВК» и «Я на НВК». Публикуйте свои видео с лайфхаками, песнями, плясками, танцами, с полезными советами. И самое интересное мы обязательно покажем в нашей программе. Ну а сегодня 7 июля, день недели, вторник. Один из главных языческих славянских праздников отмечается в ночь на 7 июля. Язычество давно кануло в лету, но по сей день в России и в странах СНГ с задором отмечают праздник Ивана Купалы. Непонятно, почему до сих пор нас, россиян, так манят славянские праздники, как, например, та же Масленица. Но факт в том, что ежегодно вечером 6 июля люди собираются, чтобы провести время в славянских традициях. Итак, давайте вспомним эти традиции. Иван Купала считается днем летнего солнцестояния и зеленого покоса. Древние славяне были уверены, что в этот день природа переживает свой наивысший рассвет и как никогда богата дарами. Чтобы испытать настоящий экстрем и в полной мере прочувствовать энергетику праздника, в Ивана Купала принято прыгать через костер, взявшись за руки. Рекомендуется отказаться от сна, чтобы разгулявшиеся в ночь нечистые силы не смогли навредить спящему сновидцу. Девушки умывались утренней росой и верили, что таким образом сохранят молодость и красоту. Неотъемлемой частью праздничного обряда считается купание в водоемах. А вечером принято собирать травы для приготовления целебных настоев. По древней легенде, именно в ночь на Ивана Купала в лесах расцветал папоротник, который обладал магическими свойствами. Девушки плели венки из 12 видов трав и цветов. На Ивана Купала следует также воздержаться от поливки растений. На рассвете 7 июля, то есть сейчас уже нужно пересчитать свои наличные деньги несколько раз и надежно их спрятать. Этот обряд направлен на увеличение денежных средств в скором будущем. Как мы видим, много интересных обрядов сохранилось на территории России. Их бережно передают из поколения в поколение. И даже в 21 веке они не теряют своей красоты, символизма и актуальности. Самый пышный и буйный расцвет природы начинается сегодня. Ну а какой будет погода в этот день в Якутии, узнаем прямо сейчас. Итак, сегодня, по данным Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в центральных Улусах в 6 часов утра температура воздуха составила плюс 14, плюс 17 градусов. Днем ожидается плюс 20, плюс 22. В Заречье утром плюс 15, плюс 17. Днем до плюс 1 градуса. В южных Улусах плюс 12, плюс 13, днем плюс 17, плюс 19 градусов. В Вилюйских Улусах плюс 13, плюс 15 утром, днем плюс 20, плюс 21. В Нижнеленских Улусах плюс 13, плюс 14 утром, днем плюс 20, плюс 21 градус. В западных Улусах плюс 10, плюс 15 утром, днем до плюс 19, плюс 22. В Колымайдигирских Улусах плюс 5, местами плюс 14 утром, днем до плюс 6, плюс 17. В Янских Улусах плюс 9, плюс 12 градусов. Днем ожидается до плюс 10, плюс 18.
северо-западных улусах плюс 4, плюс 8 утром, днем плюс 4, плюс 13. В 6 часов утра температура воздуха в Якутске составила плюс 10 градусов, атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба, ветер северо-восточный 3,8 метров в секунду. Днем в городе Якутске температура воздуха прогреется до плюс 21, плюс 23 градусов. Приобретайте подарочные сертификаты ювелирной компании «Уру» и становитесь участником розыгрыша призов. Розыгрыш призов состоится в прямом эфире телеканала НВК «Саха» 25 июля в 16:00. Справки по телефону 733 011. Доброе утро! А теперь знакомимся с новостями из мира музыки. На днях после карантина открылся оперный театр в Барселоне. Там дали концерт для 2000 комнатных растений. Большой театр Лисео в Барселоне был вынужден закрыться из-за пандемии коронавируса в середине марта. 23 июня оперный театр возобновил свою работу, но сделал это очень необычным способом. Музыканты дали концерт перед аудиторией, которую составили 2292 комнатных растения. Событие было разработано художником-концептуалистом Эудженио Ампудиуа и включило в себя выступление струнного квартета, который исполнил миниатюру «Хризантемы» Джакомо Пуччини. Уже в ближайшее время в Большой театр Лисео смогут вернуться и обычные зрители. В свою очередь, наши местные музыканты устраивают концерты на просторах красивейшей природы Якутии. На видео виолончелист Андрей Бабушкин и скрипач Дмитрий Шугушев исполняют саундтрек из сериала «Игра престолов». Давайте немного послушаем. Согласитесь, талантливые у нас в Якутии музыканты. У нас такая новость, теперь всеобщих домашних любимцев, кошек и лучших друзей человека, собак, нужно обязательно регистрировать их хозяевам. О том, как это сделать и какие последствия ждут от уклонения этого дела, мы сегодня поговорим с Татьяной Степановой. С нами на прямой связи главный специалист Департамента ЖКХ и энергетики окружной администрации города Якутска Татьяна Степанова. Татьяна, доброе утро. Доброе утро. Ну вот стало известно, да, что властями утверждены некие правила содержания наших домашних питомцев, которые распространяются на как раз-таки владельцев, да, и не только. Угу. Какие это правила? Да, действительно, 30 июня 2020 года окружной администрацией приняты правила содержания домашних животных. Данные правила разработаны с учетом действующего законодательства об обращении с животными и разработаны в целях защиты животных, укрепления нравственности, соблюдения принципов гуманности и обеспечения безопасности и иных прав и законных интересов граждан при обращении с домашними животными. Вы верно отметили, что данные правила не только касаются физических лиц,
но и всех предприятий и организаций вне зависимости от форм собственности, кроме предприятий и учреждений Министерства обороны. Мгм. Татьяна, можно вас, пожалуйста, попросить чуть-чуть подальше отодвинуться, потому что мы вас видим не полностью. Да, спасибо. Как раз-таки нужно зарегистрировать, да, домашнего животного. Вот что это за процедура, куда нужно обратиться, что нужно сделать, да, какие действия? Действительно, владелец животного обязан осуществлять регистрацию своего животного, также перерегистрировать данное животное при смене жительства. Ага. Данную процедуру можно сделать в государственном учреждении, государственное бюджетное учреждение Управления ветеринарии города Якутска. Для этого нужно владельцу животного подойти по месту жительства животного, в данное учреждение для регистрации. Но это касается не только вот частных, да, лиц, но и индивидуальных предпринимателей, людей, организаций, на территории которых проживают, да, собаки и те или иные животные. Да. Те же действия. Те же действия. На юридических лиц распространяются общие правила, такие же, как и для физических. Владельцам следует принимать все необходимые меры для обеспечения безопасности других людей и животных. Вот что это конкретнее? Можно об этом? Получается, нужно отметить, что здесь говорится о запрете самовыгула собак и домашних животных. Это получается, домашние животные обязаны осуществлять выгул собак в строго отведенном для этого месте. Ну как это будет контролироваться, да? Нужно понимать, что домашние животные несут некую опасность для окружающих. Поэтому для этого владелец животного сам должен осуществлять данный выгул, как сказать, ответственно относиться. Нести ответственность, да. Да, нести ответственность. Также помимо выгула в определенных местах еще какие меры? Также необходимо отметить, что владельцам животных обязали убирать за своими домашними животными. Конечно. Это получается, не допускается загрязнение домашними животными. В случае загрязнения, если такое имеет место быть, то владелец животного должен убрать за домашним животным. Да. Это касается и подъездов, и улиц, правильно? Улиц, да. Общественных мест. Ну, я так понимаю, регистрация — это вообще чипирование, да? Чипирование домашнего животного. Тут можно сказать, что паспортизация, можно сказать. Паспортизация. Я знаю таких людей, у которых, допустим, дома проживают кошечки, да? Которые самостоятельно никогда не гуляют, сколько-то лет уже там живут в доме, да? Вот обязательно регистрировать также в этом случае? Да, обязательно необходимо регистрировать. Ну, какие последствия, если мы будем уклоняться от регистрации своего животного, ждут нас? Тут, получается, уклонение от регистрации домашних животных влечет административную ответственность, предусмотренную статьей 5.3 Кодекса об административных правонарушениях Республики Саха-Якутия. А есть какие-то сроки, да? Это нужно в ближайшее время сделать? Да, в ближайшее время сделать. Давайте еще раз напомним, куда нужно обратиться для этого. Государственное бюджетное учреждение, ветеринария города Якутска. Управление ветеринарии города Якутска. По месту рождения животного. В каждом округе у нас есть территориальный орган, по месту жительства.
Мгм. Татьяна, и напоследок давайте напомню нашим телезрителям, напомню, что с 1 января этого года вступил в силу новый федеральный закон, да, об ответственности в обращении с животными. Давайте коротко напомним о нем. Может, кто-то забыл, что конкретно там прописано? Так, вот с 1 января, так, напоминаю о том, что сейчас домашние животные не только как объекты собственности, но и к ним нужно относиться как к объектам с нравственной точки зрения, гуманно относиться. Допускается жестокое обращение с животными. Основной смысл данного закона в этом, чтобы мы ответственно относились к своим животным. Спасибо, Татьяна. Спасибо вам за познавательную беседу этим утром. Напомню, у нас на прямой связи по скайпу выходил главный специалист департамента ЖКХ и энергетики окружной администрации города Якутска Татьяна Степанова. Татьяна, удачного вам дня, плодотворной работы. Ну а тем временем все киноманы с нетерпением ждут открытия кинотеатров. Изначально предполагалось, что кинозалы смогут открываться только 15 июля, однако сейчас владельцев кинозалов ожидают открытия не ранее 1 августа. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, решения об открытии принимают сами регионы. После того, как кинотеатры начнут свою работу, в них должны соблюдаться все меры предосторожности для того, чтобы риски инфицирования были минимальны. Итак, что же необходимо в соответствии с рекомендациями? Вот некоторые из них. Измерение температуры тела сотрудников, ограничение контактов между ними, кто работает в разных отделах кинотеатров и функциональных группах. В служебных помещениях необходимо ограничить доступ посторонних лиц. Нельзя принимать пищу на рабочих местах. Также прописана необходимость дезинфицирующих средств. Руководство должно обеспечить коллектив масками. Один из самых важных пунктов – соблюдение социальной дистанции 1,5 метра в фойе и в кинозале. Рядом могут сидеть только члены одной семьи. Также делается акцент на том, что кинобары должны работать по возможности дистанционно, то есть предпочтение отдается бесконтактным аппаратам. Точно так же проверка билетов на входе в зал должна осуществляться бесконтактно. Интервалы между сеансами предлагается делать по 30 минут. За это время дезинфицировать помещение. Допуск зрителей в кинозалы не менее чем за 15 минут до сеанса. Расписание сеансов должно составляться в соответствии с новыми правилами. Время начала сеанса в кинозалах с разницей не менее 15 минут. Открытым остается вопрос, не побоятся ли сами зрители ходить в кинотеатры, насколько они уже готовы к развлечениям такого типа. Тем более, что в России собираются открывать и автокинотеатры, которые позволят увеличить дистанцию между зрителями еще больше. Но, скорее всего, люди снова начнут ходить в кино, потому что уже устали бояться и хотят отдыхать цивилизованно, так, как они привыкли. Обратим внимание еще раз, что это лишь рекомендации. Решение о работе кинотеатров принимается вышестоящими органами власти. Ну а пока мы связались с пиар-менеджером кинотеатра «Лена», который расскажет нам, когда, наконец, якутяне смогут совершить поход в кино и какие киноновинки увидят первыми. Доброе утро, уважаемые телезрители. Я очень рад приветствовать в это прекрасное утро вас. Если будет все хорошо, 15 июля наши кинотеатры откроют свои двери. Мы допокажем фильмы, которые вы еще не успели посмотреть. Это мультипликационный фильм «Тролли 2», итальянский фильм с Роберто Бенини «Пиноккио» и фильм ужасов «Человек-невидимка». 16 июля мы начнем показывать новый фильм ужасов «Морские паразиты». Также в этот прекрасный день, 16 июля, мы покажем новый фильм про интернет, про инстаграм знакомства, который называется «Я здесь».
С 23 июля смотрите документальный фильм про Бэнкси и новый фильм «Лесси. Возвращение легенды» про ту самую собаку. С 30 июля мировая премьера драмы с Расселом Кроу «Неистовый». И в этот же день перевыпуск фильма Кристофера Нолана «Начало» за 2 недели до мировой премьеры «Довода». 13 августа мировая премьера «Довода», а с 20 августа смотрите новый фильм компании Disney «Мулан». Главная премьера этого лета якутская – это новый фильм режиссера Дмитрия Кольцова, рядовой продюсер фильма Нюргун Иванов. Желаю вам крепкого здоровья, берегите себя, ждем вас в наших комфортных, уютных, удобных кинозалах. Спасибо, Георгий. А тем временем выход второй части фильма «Аватар» запланировали на 17 декабря 2021 года. В эти дни возобновились съемки сиквелов фильма. Режиссер Джеймс Кэмерон и продюсер Джон Ландау прибыли в Новую Зеландию и уже прошли 14-дневный карантин и приступили к работе. В стране уже возобновилось производство нескольких фильмов в соответствии с новыми требованиями в условиях пандемии. «Аватар» – первый среди них зарубежный фильм. Ну а я напоминаю, что сегодня, 7 июля, день Ивана Купалы. Если погода в Якутии не совсем подходит сегодня для водных процедур, мы предлагаем сделать это виртуально. В нашей киноподборке познакомим или вспомним фильмы о приключениях на волнующем, глубоком, красивом, но в то же время таком опасном море. Ты обошел на яхте полмира. Каково это плыть в полном одиночестве? Американская перекати поле Тэмми прибывает на Таити и знакомится с британцем Ричардом, который путешествует на собственной яхте. Молодые люди быстро осознают родство душ и становятся очень близки. Когда знакомый просит Ричарда перегнать с Таити в США их шикарную яхту, Тэмми отправляется в путешествие вместе с новым бойфрендом. В середине пути судно попадает под удар мощного урагана. Корабль чудом остается на плаву, но двигатель, система связи и парусные мачты приходят в негодность. Что еще хуже, Ричард получает тяжелую травму и почти не может двигаться. Тэмми приходится в одиночку латать яхту, разбираться в навигации и заботиться о возлюбленном. Девушка высчитывает, что даже в лучшем случае яхте понадобится больше месяца, чтобы дойти до ближайшей суши. Повторяю, ситуация аварийная. В корпусе пробоина в 18 футов. Ждем ваших указаний. 1952 год. Страшный ураган бушует вдоль всего восточного побережья США. Недалеко от города Чатем нефтяной танкер разорвало пополам безжалостной стихией, и экипаж из 32 человек обречен на гибель. Командир береговой охраны Клав принимает решение отправить специальный отряд прямо в сердце шторма. Руководитель операции назначается Бернард Вебер, который в этот момент зашел к начальнику за разрешением на свадьбу. Но приказы не обсуждаются. Взяв с собой 3 напарников и деревянную лодку, рассчитанную лишь на 12 человек, Вебер отправляется на самоубийственную миссию. Как найти путь в шторме без компаса? Сможет ли герой спасти людей и вернуться к невесте? Смотрите фильм «Катастрофу» и «Грянул шторм», основанный на реальных событиях. Папа, принеси мне ископаемое. Хорошо. И тогда все узнают, что мой папа приручает динозавра. Отправляясь на очередную вахту и прощаясь с семьями, они не подозревали, что могут не вернуться. Это основанная на реальных событиях история о страшной аварии на нефтяной платформе «Глубоководный горизонт», которая произошла в 2010 году в Мексиканском заливе. Хроника беспримерного мужества и отваги перед лицом одной из самых страшных техногенных катастроф в мировой истории. Скорее готовьте шлюпки. Мою жену зовут Фелисия, а дочку Сидни. И я их еще увижу, ты меня поняла?
Приобретайте подарочные сертификаты ювелирной компании «Уру» и становитесь участником розыгрыша призов. Розыгрыш призов состоится в прямом эфире телеканала НВК «Саха» 25 июля в 16:00. Справки по телефону 733 011. Мы в период самоизоляции узнали, что такое дистанционная работа и учеба. Для воспитанников реабилитационного республиканского центра для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья дистанционные формы остаются актуальными по сей день. С нами сегодня на прямой связи директор центра, кандидат философских наук Зинаида Максимова. Зинаида Семеновна, доброе утро. Доброе утро. Ну давайте, конечно же, сразу к делу, да? Каким образом так проходит дистанционная работа, дистанционная реабилитация, да? Ну, когда вот случился карантин, было очень искать формы работы. Реабилитация как бы предполагает непосредственное общение с ребенком, чтобы помочь его развитию. Но тут все вдруг закрылось. И тогда мы начали думать, и все школы ушли на дистанционное образование и решили вот это дело пробовать. Получилось так, что быстренько мы написали программу, из того, как мы делаем его, переделали и начали работать. Теперь уже у нас где-то 4-й заезд заканчивается, и так, проводим все виды реабилитации. Мы начали от социально-педагогической, социально-психологической, социально-бытовой адаптации. И вначале было, конечно, меньше детей, где-то больше 50, а сейчас уже вот по 120, по 110 детей занимаются. А сколько специалистов работает? Ага. Сколько? Да, работают у нас где-то 30-40 специалистов. И вот с этого заезда мы остаемся, называется, заездами, потому что, ну как они к нам приезжали, уезжали, так и с этого заезда к нам подключаются наши коллеги, врачи, медики. Это тоже никак не представлялось, но сейчас смотрим, вот это будет консультационная работа. Это больше, конечно, по просьбе родителей. Зинаида Семеновна, нас смотрят родители. Давайте расскажем, да, как можно попасть, как записать ребенка, если это очень надо. Да, ну вот как с родителями работать, они у нас приезжали на реабилитацию по направлению управления социальной защиты, и все управления социальной защиты знают наши данные. Еще родителям хотела бы я говорить, что вот эта очередность не проходит. Когда начнем офлайн работать, вот этот по очереди, который они там состоят, мы так и начнем работать. Это другой вид работы. Вот, по отзывам родителей. Зинаида Семеновна, спасибо вам за подключение. Мы обязательно с вами свяжемся и поговорим о реабилитационном центре подробнее. Спасибо вам, приятного дня. Время нашего эфира подходит к концу. Я рада приветствовать своих коллег из Якутского блока, Айталину Константинову и Петра Кулаковского. Петя, Айта, доброе утро. Доброе утро, Катюша. Доброе утро. Вы прям с цветами сегодня. Да, лето у нас нынче такое Иван-чай. Иван-чайное лето. Иван-чайное лето. Үйде сырдан күнді көрәтшілер бұл сайыңы сұла сыр-сырда егіне итетік істемек ағадылан тұрамыд. Атын беребетін сағалақ бұт, еніне қылға соқты бұлға барамыд.